он с ним разговаривали, сидели на фоне, говорит, я не знал, что это памятник, я не знал, что это имя. Как не знал? Как не знали, вы что, гоните, блядь? Пускай скажет. От души говори! Да не надо на твои колени! Тише, блядь! На колени, блядь! Ты вышел, а ты его имени говоришь. А он на коленях тут говорит. Иди сюда! Идет! Тише! Тишину поймаем, Не понял вас. тишину поймаем, Давай, тише. Давай. Всегда на коленях говорит. Громче говори. На колени встань, сучара, блядь! Тише! Иди сюда, нахуй, пидор ебаный. Уважаемые сограждане, дорогие земляки, в ночь с 1 на 2 апреля в столице нашего степного края, в городе Элисте, уроженцам Республики Дагестан, участникам Всероссийского мастерского турнира по вольной борьбе был совершен беспрецедентный, вопиющий акт вандализма в отношении нашей национальной религиозной святыни. Подозреваемый задержан, находится в следственном изоляторе, в отношении его ведутся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 148, часть 2. Хотел бы пояснить, что по подобной же статье некоторое время тому назад были осуждены лица, совершившие акт глумления в главном христианском храме страны, в храме Христа Спасителя в столице нашей Родины, в городе Москва. Сегодня ночью мною лично о произошедшем был проинформирован глава Республики Дагестан Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович. Мы едины в одном. Мы осуждаем этот акт вандализма. И главное, моральные, духовные уроды, совершающие подобные противоправные действия, не имеют национальности. Наша общая, главная совместная задача всех жителей республики – не дать никому и повода усомниться в существовании многовековых традиций дружбы, добрососедства, братства, живших и живущих в нашей многоконфессиональной, многонациональной республике. По личному распоряжению главы Республики Дагестан, по происшествии всего лишь нескольких часов после инцидента, у нас в столице находится председатель правительства Дагестана Гамидов Абдусамат Мустафаевич. Предоставляю ему слово. Уважаемый Алексей Маратович, уважаемые жители Республики Калмыкия, в Дагестане весть о безнравственном поступке Дагестана приняли очень глубоким возмущением. Спортсмен, который приехал на всероссийский турнир, и герой Советского Союза Городовикова, поэтому все дагестанцы осуждают этот безнравственный поступок нашего земляка. Поэтому я от всех дагестанцев, от себя лично приношу глубокие извинения нашему братскому калмыцкому народу. Наши народы жили всегда в добрососедстве. Много дагестанцев сегодня трудятся и живут, тысячи дагестанцев в Республике Калмыкия. Живут вместе, уважая религиозные, духовные, все ценности своего братского народа. Поэтому хотел бы еще раз, уважаемый Алексей Маратович, принести наши глубокие извинения перед калмыцким народом и конечно, поступки некоторых молодых людей, которые позорят нашу республику. Поэтому, чтобы народ Калмыкии был уверен, этот факт не останется безреагирован. На сегодняшний день уже уволен тренер, который привез эту команду. И в дальнейшем будем работать
это для нас еще один повод, чтобы мы обратили больше внимания на молодое поколение, чтобы они впредь не допускали такие поступки, которые произошло вчера ночью. Поэтому хочу поблагодарить вас за понимание, за поддержку. Прошу передать главе Республики Дагестан Абдулатипову Рамазану Гаджимарадовичу мои искренние признания, что на нашу просьбу глава республики откликнулся моментально, принес извинения от лица Республики Дагестан, от народов Дагестана за произошедшее. И главное, я убежден, что бы ни случилось, какие бы провокации ни случались подобными безнравственными уродами, это никогда не поколебает ту дружбу и то братство, которое существует между нашими народами. Дорогие земляки, я убежден, что Республика Калмыкия была, есть и останется на века всегда колыбелью мира, добра и братства. Мы сохраним в своей республике стабильность и спокойствие.